Также, как стало известно, Северо-Восточный федеральный университет переходит на дистанционное обучение студентов. Такое решение принято в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции в регионе. Об этом заявил на встрече с руководителями всех министерств и ведомств республики глава региона Эсен Николаев. Наш корреспондент Ульяна Шагина сейчас на прямой связи и готова рассказать о мерах более подробно. Ульяна, тебе слово. Добрый день. Да, действительно, один из крупных вузов республики, Северо-Восточный федеральный университет, с сегодняшнего дня переходит на дистанционное обучение студентов. Предварительно карантин продлится пока что до конца марта. В университете отменены все культурно-массовые мероприятия. Более значимые из них также будут проводиться только в онлайн-режиме. Особое внимание, конечно же, будет уделяться иностранным студентам, которые сейчас находятся в странах Евросоюза. По прибытию в Якутию они будут все помещены в карантинную зону. Помимо этого, до конца дня такое же решение об переводе студентов на дистанционное обучение примут Якутская сельскохозяйственная академия, Чурапчинский институт, а также Институт культуры и искусства. По школьникам пока что ничего не известно. Пока что школьники будут обучаться в обычном режиме до изменения ситуации. Напомню, такие меры сегодняшнего дня приняло Министерство науки Российской Федерации, то есть именно Министерство науки Российской Федерации приняло решение, чтобы все региональные вузы перешли на дистанционное обучение. Также в Министерстве организован штаб по предупреждению инфекции. Между тем, перейдут ли школьники, как я уже сказала, пока что неизвестно. Напомню, что пока коронавирусная инфекция в республике не зарегистрирована, все эти меры предпринимаются для предупреждения завоза инфекции. Ну и какие меры еще будут приняты, какие меры еще приняты в республике, нам по выходу из совещания рассказала вице-премьер республики Ольга Балабкина. Давайте послушаем, что она сказала. Принято решение о том, что все массовые мероприятия свыше 200 человек, они на территории республики будут перенесены на неопределенный срок. Часть мероприятий будет изменен формат проведения мероприятий, который бы позволил непосредственно обеспечить безопасное нахождение граждан в республике и, прежде всего, санитарно-эпидемиологическое благополучие граждан. Одним из вопросов, который сегодня встает и волнует граждан, это, естественно, маски. На настоящий момент совместно с Министерством предпринимательства, Министерством здравоохранения будут приняты ряд решений, по которому, соответственно, в республике начнем изготовление масок, исходя из рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации. Кроме того, необходимо обратить внимание на то, что Министерство здравоохранения республики проводит работу непосредственно с поставщиками для того, чтобы непосредственно маски были в том числе у всех граждан. Все медицинские учреждения республики оснащены масками. Необходимо обратить внимание, что сейчас будут для граждан республики, тех, которые посещают больницы, будут определенного рода неудобства, потому что для того, чтобы непосредственно у нас были соответствующие медицинские организации для принятия больных, то нами будет освобождено ряд медицинских учреждений. Так, непосредственно у нас пульмонологический диспансер, наш который находится в Якутской городской клинической больнице, он будет освобожден под стационар с больными с пневмонией. Хочу обратить ваше внимание на то, что именно эта категория больных является рисковыми больными, относительно которых будет, соответственно, дополнительно проводиться анализ на коронавирус. Все остальные отделения, которые в Якутской городской клинической больнице находились, соответственно, они будут переведены в другие больницы, о маршрутизации мы будем регулярно сообщать.
Между тем, глава республики порекомендовал в целях безопасности отменить все выезды за пределы республики. Особенно это касается, конечно же, школьников и дошкольников. Напомню, Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирусную инфекцию пандемии еще на прошлой неделе, в связи с чем в регионах, в том числе и в республике, усилены меры дезинфекционного характера. В первую очередь это касается, конечно же, общественных мест, транспортных служб, ну и, в общем, больших организаций, в том числе и, конечно же, это не только гигиена, но и проветривание помещений. Личная гигиена, конечно же, будет соблюдаться и на предприятиях. Помимо масок, здесь должен быть организован усиленный дезинфекционный режим. Кроме этого, в организациях теперь будут контролировать и температуру сотрудников. Также напомню, что при Минздраве республики работает горячая линия по номеру 8 800 114 03. Позвонив туда, любой прибывший из-за рубежа может оставить свои контакты, свои данные, чтобы далее потом их перевести на медицинское наблюдение. Но если говорить об общих цифрах, по последним данным, в мире зарегистрировано уже более 157 тысяч случаев заражения коронавирусом. Инфекция распространилась в более чем 130 стран мира, 75 случаев из них это исцеление и 6 тысяч, к сожалению, это летальные исходы. В Европе первое место, конечно же, занимает по коронавирусу это Италия. Там зарегистрировано более 21 тысячи инфекций. У меня такая информация на сегодняшний день. На этот час передаю слово вам, коллеги. Да, Ульяна, спасибо за информацию.